Всем моим подписчикам и зрителям привет! Салам! Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Сегодня у нас вечер субботы, это значит, на моем канале выходит видео на очень важную, серьезную тему. Тема, которая, конечно же, касается моих путешествий. А если быть конкретнее, то по субботам я говорю о проблемах, о бытии, устоях людей, с которыми я познакомился в своих путешествиях, а также говорю про историю тех мест, которые я посетил. Так вот, вместо прямого эфира я решил поделиться с вами интервью, которое я взял у Зелимхана. Зелимхан на данный момент со своей семьей проживает во Франции, в ее столице, городе Париже. Он является ингушом по своей национальности. И он жил когда-то в пригородном районе и видел осетино-ингушский конфликт своими глазами. И почему я взял интервью именно у него? Потому что это тот самый Зелимхан, который написал пост в Фейсбуке и сказал, кто изображен на фотографии, которую показал лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. И в этом интервью он еще раз мне более подробно, детально рассказал про то, что происходило осенью 1992 года в поселке Корца, пригородного района. Если вам тоже интересно узнать, что там происходило, тогда прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк, пишите, конечно же, ваши комментарии, рекомендуйте друзьям. И если вы хотите поддержать мой канал в его развитии, тогда вся информация внизу в описании под этим видео, либо донатьте, чат открыт, пишите ваши вопросы, я тоже буду в нем участвовать. И либо, конечно же, вы можете нажать кнопку «Спонсировать». Абсолютно любой вашей поддержки я рад и благодарен. Тем самым вы помогаете продвигать мой блог дальше. Ну а сейчас никуда не уходите, оставайтесь со мной. Поехали! Зелим, салам тебе большой. Салам, Да. Артем. Зелим мне писал ранее в директ Инстаграма, но, к сожалению, я не нашел его сообщений, потому что мне достаточно много людей пишут, в особенности мои тардыши. Я так вежливо, в кавычках, конечно, называю своих хейтеров, которые заваливают постоянно мой Инстаграм. И нормальные сообщения от адекватных людей, как, например, Зелимхан, да, они теряются. Так вот, Зелимхан тот самый человек, который рассказал и написал, точнее, изначально пост в Фейсбуке, правильно я говорю? Да. Про ту фотографию, которую показал лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский, на которой была изображена женщина на фоне железных ворот с надписью «Русский». И он заявил, что эта фотография была сделана в Баку в 1992 году. Якобы азербайджанцы притесняли там русских, и таким способом русским приходилось спасаться. Вот давайте послушаем Зелимхана истину, как было все на самом деле. Зелимхан, тебе слово. Приветствую, добрый день. Я смотрел передачу, я, честно сказать, редко смотрю российское телевидение, но в связи с событиями, вот войной, которая была между Азербайджаном и Арменией, я смотрел новости, просто переживал. И нарезками я смотрю обычно, а вот всю передачу смотреть неинтересно. И почему я Жириновского смотрел? Ну, обычно я знаю, что то, что он говорит, он озвучивает то, что руководство России намерено делать. И в этой передаче, и поэтому именно на Жириновского я поставил и увидел эту фотографию. Она наша соседка, не прямо на одной улице, а она жила по Корцинской. Я подзабыл, если честно сказать, ее в тот момент фамилию, даже немножко перепутался Света. Я как-то все-таки давно уже не живу на родине. И тем более я с ней близко не был знаком, мы здоровались, конечно, а ее дочка училась на класс выше меня. Ну, она, в принципе, ровесница, так, одногодка. И вот я эту фотографию быстро остановил, сделал фотографию и быстро написал у себя даже в закрытом виде этот пост, не откорректировал, быстро
что это неправда, что это наша соседка, что так, и в принципе уже даже ближайшие ее соседи, они подтвердили, один из них самый близкий чемпион мира, чемпион Европы, чемпион России по кикбоксингу и призер России, международного турнира, мастер спорта международного класса по боксу, по кикбоксингу, Магомед Зауров, еще Аджиева, просто подтвердили, потому что соседи, и я так вспомнил ее фамилию. Вот. И вот так мы узнали, ну, в смысле, я фамилию конкретно уже вспомнил. Угу. Черняева, да? Черняева Галя, да. Угу. А дочка его, и вот я помню, что Света было, и вот дочка оказалась Света, которую ровесница. Зелимхан, скажи, пожалуйста, а ты, так получается, находился сам, да, в те тяжелые времена, в 92-м году, когда происходили эти трагичные, ужасные события, осетино-ингушский конфликт, я про него сейчас говорю. Да. Ты это видел своими глазами, да? А ты, получается, жил в Карца? Я жил в Карца, и вообще 91 по 92 год у меня весь в перелетах, я все время Москва, Казахстан, ну, пытался свое дело организовать. У меня было небольшое дело как в Казахстане, как на родине. Ну, и вот прямо перед войной, буквально в октябре, сентября, в конце сентября я дома оказался, просто надо было как бы товар туда отвезти, и вот мы сидели, и я дома оказался на эти события. Потом уже после войны, ну, на 1,5 так месяца выехал, и к новому, а мои родители не выехали оттуда. Честно сказать, я просил их выехать, но они остались, и я как вернулся на Новый год. Новый год и Рамадан у меня 2 любимых праздника было. И я на Новый год поехал, чтобы с родителями остаться, на Новый год их поздравить, и как бы соседей, там у меня еще друзья были, не только ингуши, кстати. И чтобы отметить, мы приехали туда, и я приехал туда, и вот, честно сказать, до выезда почти 13 лет я там жил. И временами просто выезжал, но в основном там жил. А у меня еще вот вопрос, который очень интересен многим моим подписчикам и зрителям со стороны не только из России, но также из других для нас дружественных стран, таких как Украина и Белоруссия. Многим интересно, а почему на железных воротах, да и на деревянных, писали надписи «русский», есть надписи «осетины», и, например, не было надписи «ингуши». Вот чтобы я это 101 раз не повторял, я бы хотел, чтобы вот вы там присутствовали, да, со своей семьей в это время, ты лично своими глазами все видел. Почему делали такие надписи? С чем это связано? Объясните моим подписчикам и зрителям, и хейтерам в том числе. Я скажу то, что я знаю, даже в своем посте тогда я написал «Бог судья» тем, кто так писал. Почему я, Артем, так написал? Потому что это было, честно сказать, не только сама война, но и после событий, это такой мрак был там. И в такой ситуации было очень тяжело. Человек или крайне проявлял свою человечность и доброту, и показывал себя просто потрясающий человек, хорошо. Или же он ломался просто. И в этой ситуации это не только касалось там других национальностей, это касалось и ингушей. Ингуши тоже ломались очень. Или проявляли крайнее благородство, или очень подло вели себя. И в этой ситуации не исключение были и русские, и осетины, и представители других наций. И там были люди, которые проявляли очень большую человечность и были потрясающими людьми. И были подонки тоже, говорят. И поэтому, так как я не знал о Черняеве, я сказал, я не знаю. И позже я скажу, как она поступила. Оказывается, она очень благородным, порядочным человеком оказалась. Но писали, насколько я знаю, мне трудно, надо все-таки спросить, есть разная информация. Чтобы не быть голословным, насколько я знаю, насколько нам объясняли, они это делали, чтобы не сожгли их дома, то есть не перепутали от осетин,
ну, как бы, чтобы их дома не сожгли. То есть именно. А делалось это для того, чтобы, потому что все ингушские дома сжигались вначале все, что помогли, носили, а потом сжигали или взрывали. И в этой ситуации многие люди, русские, в том числе осетины, грузины, спасали ингушские дома. Это правда, то, что есть. Я здесь не политкорректничаю, как есть говорю. Но надо сказать, что ни один человек, не в том числе и осетин, и от ингушей соседей не пострадал. Если я не прав, пусть назовут имя, фамилия, отчество. Просто факт. И факт, как это произошло. Я не говорю за бытовые там ситуации. Это бытовые ситуации. Это другое дело. Ну, я, например, тоже слышал разные истории от местных жителей. Я раз 5, наверное, был в пригородном районе. Чаще, конечно же, я бываю в Чермени, в прошлом это Базоркино. И общаюсь с людьми, которые пострадали от осетино-ингушского конфликта и у которых по сей день проблема. А другие, раз мы заговорили про Казахстан, я знаю, что около 40 тысяч ингушей, да, ингушской национальности проживают в Казахстане и не могут по сей день вернуться на свои родные земли, потому что у большинства у этих людей их дома и земли находятся как раз-таки в пригородном районе. И из-за того, что он незаконно входит в состав Северной Осетии и закон о реабилитации репрессированных народов не хочет быть в нашей стране до конца исполнен, из-за этого проблема вернуться из Казахстана вашим людям. Но, опять же, я слышал от местных жителей, что те же осетины, хотя я вот не знаю, на меня осетины наезжают каждый раз, что якобы я против их нации, против Северной Осетии, меня нужно наказать. Но вот, пожалуйста, я хочу отметить их, что некоторые добропорядочные, адекватные осетины спасали в этом конфликте ингушей. И да, это же правда. Это правда. Да, и прятали их в погребах, я не знаю, в каких-то местах труднодоступных для тех агрессоров, которые, можно так сказать, врывались в эти дома в поисках ингушей, чтобы их уничтожить. И если еще вот, меня часто поправляют и говорят, что я перегибаю палку, называя этот конфликт геноцидом. Хорошо, ну раз геноцидом это назвать нельзя по их версии, но мое мнение такое. В тот момент происходила этническая чистка ингушского народа. Получается так, потому что... Это 100%. Да, и это 100%. об этом нужно говорить, потому что это Россия, это моя страна, в которой я сейчас живу. Я дружу с ингушским народом, чеченским народом, с дагестанским, хотя дагестанцев, вы знаете, да, тоже 30 наций, и у них и есть свои проблемы внутренние и так далее. Но я стараюсь со всеми дружить, но я не могу не говорить, знаете, наоборот как-то, то, чего не было. Или то, что хотят от меня услышать те же хейтеры. Я не могу дезинформировать общество. Был конфликт. У него есть название осетино-ингушский. Я знаю, что в этих домах поджигали дома ингушей, разоряли, мародерничали, убивали в конце концов. А все началось с провокации в том же поселке Корца, где вы жили, да, и в Октябрьском, по-моему, там стрельба началась. И как бы с этого, по ингушским домам, кстати, с этого началось. А про девочку с БТР, это же тоже правда, что ингушскую девочку переехал БТР? Да, ну вообще, честно сказать, очень тяжело говорить правду в каком-то плане, потому что среди потока лжи и крайности люди впадают в крайность или в одну, или в другую. И вот даже мне много, зная, что я очевидец всего этого, мне ингуши очень порядочные, честные, звонили и говорили: Зелимхан, правда, что ингушские дети были скормлены свиньями? У меня, у которого столько людей пострадало, и без вести 2 члена семьи, родных, и я все равно не говорил, что это, потому что я этого, Артем, не видел. Но вот недавно, впервые, через много лет, я познакомился с материалами дела, и там конкретные фамилии, имена, где не ингушская прокуратура, а российская прокуратура
Следственный комитет подтвердил это, в том числе судмедэкспертиза, там, со всеми. Я был в шоке. Я был в шоке, потому что все-таки есть какая-то черта, которая вообще после этой войны, мне хочется прямо сказать, я был в шоке. Потому что я думал, что это такое. Потому что как-то у русских классиков, великих классиков, так прекрасно Кавказ описан, восхищались. Я думал, мы кавказцы, не без шовинизма, конечно. Вот какую-то стать должны, какой-то вот нельзя себе как-то позволять, как-то. И тут такое, я был в шоке просто. Долгое время, много лет я искал, что это было вообще. Поэтому в этом отношении это был этноцид чистой воды, это этническая чистая вещи, надо называть своими именами. Я геноцид не люблю это слово, потому что его часто политизируют, и его исповедание в каком-то плане. Потому что я не люблю, когда где надо, где не надо, его используют. Вот. И поэтому я его не пользую, стараюсь не говорить это слово. То, что там вот разговоры о том, что вот там вот, много раз, даже, честно скажу, я даже анонимные, как-то, когда уже в Европу приехал, анонимные как бы ники делал. И здесь все-таки Европа как-то добрит. Я пытался вот через них спокойно донести до осетин информацию, что вас вводит в заблуждение. Вас вводит в заблуждение. И потом я понял, что они все хорошо знают, потому что со мной разговаривали люди, как минимум, более образованные, чем я. Я видел циничные их ответы, такие протокольные, вроде бы как бы правильные, да, вот, не придерешься, но на самом деле это были такие циничные ответы. И потом последний, вот, я общался, и вот последнее было, это черта, это когда случай, когда была история, когда я его называю нацистом, подонком, мерзавцем. Я вещи люблю называть и не мужчиной, а тряпкой. Алим Салвиев. В любой момент я ему и в лицо это скажу, который сейчас работает в администрации этого, как его, главы Осетии, республики Северной Осетии. И этот человек написал за Дину Аушеву, зверско убитую. А что он написал? Он написал, это статья, я могу позже скинуть скрины. Да. И там была статья, как будто бы она там 2 года готовилась к снайперу, там такие вещи. Я знал, почему эту историю. У нас там была одна история, через которую я был потрясен о этой семье. Там не только Аушеву, там очень по-зверски вырезали, вот, особенно в Шалхи, ныне называется Октябрьская, по-зверски вырезали там вот, просто потрясающие, вот, очень много убито. Единственное, в одном месте там спаслись люди, это и то за счет того, что там был один человек донесла информацию, я ей очень премного благодарен этой ингушке, и группа «Витязь» или «Вымпел», они туда ворвались и их увезли. То есть вот они спасли. Все остальные их места, они были зверско убиты, без вести люди находятся. Это соседи, никакие у них там вооружения. Я знал, что я говорю правду. Я знал, что настолько я прав, и я был в шоке. Это вот история, например, Лизы Кунгаевой, да, простите меня, Всевышний, это ничто по сравнению. Их зверски вырезали всех. Ужас. И документально свидетельство. И здесь он рассказывает историю, как будто бы она готовилась, ее, не знаю, вообще врет. И я ему задаю вопросы дополнительные. Вопросы я ему специально, чтобы его втянуть в обман, чтобы он еще больше соврал. Он не знает, он говорит, я год исследовал. Он не знает ни места, где это произошло. Он не знает, где это произошло. Он не знает, ничего он не знает. Почему я очень хотел, чтобы показали место, где жили Ауши? Потому что
сразу видно, что там снайпером невозможно работать. Во-вторых, как может снайпером работать? Плюс в стиле Невзорова он это описал. И после этого я никогда не добавляю осетинов френдов, ни мусульман, ни христиан, никого. После этого я вообще и в виртуальном общении прекратил просто. Я не говорю, что у них плохие, хорошие. Я общаюсь с осетинами, у меня есть люди, с которыми я давно общаюсь, но мы как бы эту тему не трогаем. Мы просто корректно говорим друг другу о жизни, ну, а я знаю, они понимают, что я могу им сказать, и они знают, что, наверное, что я могу сказать, и я знаю, что они знают. Но в любом случае есть, я понимаю, если они там любят свой народ, это нормально, и будут там защищать его, но есть такая черта, красная черта, после которого человек как переходит, он уже животом, даже животным нельзя назвать, не любит просто. И вот я был человека выставляют как лицо Кавказа. Я был в шоке от этого. Ужас. Это как может человек, который такой, это чистой воды терроризм. То, что сделали с семьей не только Дина Аушев и других там, это чистой воды терроризм. Это такой состав преступлений, который с годами он не может исчезнуть. То есть это срока давности такого быть не может. И я в шоке был когда. И после этого я всех отфрендил. Я не писал ничего неплохо, я просто попросил ребят съездить туда и сделать фотографии, чтобы просто доказать. И просил я съездить к этим осетинам, которых Алим Салбиев говорил, что он приведет и покажет, как они дают показания, что вот Дина Аушева то-то сделал. Почему я это хотел Артем сделать? Чтобы положить стопроцентные доказательства на весь Северный Кавказ, и кто поддержит, даже у меня тогда френды были 2 топовика, то есть 100 они ходили, взаимных френдов, с которыми мы общались, российские, они мне сказали, мне помогут развести, то есть это пост, чтобы популярным стал, чтобы он разнесся на всю Россию. Я хотел их вот вогнать в такое положение, что они уже никак не отвертятся. Потому что там стопроцентные доказательства, что они врут. Он там пишет, например, что Мурзабеков там в тот момент Мурзабеков уже 2 дня сидел в заложниках, о котором он пишет. Дина Аушева другим числом была убита. Даже не я. И так далее. И там еще, я об этом говорить не хочу, там о главвраче он пишет, когда главврач, о котором он говорит, вообще-таки в 90-м году Мурзабекова убрали главврачом, он уже и так далее, ну вообще. И вот много сейчас в последнее время о Хаджи Алее говорят, о других, вот о Балдинской трагедии. Но мало кто говорит, например, на этом отрезке, вот Карца Шалхи было убито за несколько дней по 200 с лишним человек. Сейчас, чтобы не соврать, голословно не быть, не могу сейчас сказать точную цифру, потому что вот если собрать, зверско убиты. Я вот с моим двоюродным братом, и еще с нашим другом одним, Азиевым, когда зашли в Карца, прямо на улицах лежат убитые люди. Мы зашли, когда в дом моего дедушки, там он был убит, правда, к тому моменту 90 лет ему, кстати, было. Его тело уже мой двоюродный брат забрал с БТРом ранее. И мы пришли, мой двоюродный брат плачет, стоим вообще в шоке, и там у нас пол сожженный был, и там маленький ягненок, дедушка разводил живность там. И этот барашек лежит, у нас ножа не было, потому что если бы мы с ножом нас арестовали, нас могли расстрелять. И мы ищем нож хотя бы, чтобы не мучился ягненка зарезать. Там все сгорело, дедушка половина сгорел. Кстати, есть на видео. И все это, идешь туда, там мертвые, здесь лежат эти. И, конечно, это было. Говорить можно что угодно. Прямо через дорогу был убит Мамед Цакиев. Мамед Цакиев убил, вот недавно, оказывается, Люба, его мать, умерла
А эта Люба побежала, в сестру выстрелили, которую ее за волос хватали, откинули Марету. Люба прибежала, в нее прям выстрелили, прям под питомником, какая сила, она упала ранена, подумали, что ее убили, и они ушли. И дядя, который за дедушкой пошел, его ранили, его еле спасли. И так далее, и так прочее. Сейчас только в Карца было убито до 100 человек, сейчас я не помню. Ну, все трупы лежат. И, к счастью, я видел. Единственное, в тот момент мы боялись немножко, некоторые моменты мы уходили, старались, потому что нас могли расстрелять. Мы даже нож не взяли, нож не могли найти, чтобы хотя бы ягненка зарезать, чтобы он не мучился. Потому что если поймать, и прямо на наши глаза заходили и уносили. Единственное, что нас спасло, российские там были, и за счет этого они не смогли нас расстрелять, там, убить, там, в тот момент просто всякое могло произойти. Вот. Как этого не было? Конечно, было. Зверство было. Убивали. Я вообще в шоке, потом я долго не приходил в себя нормально. Я же как бы без конфликта такой человек. Ну да. Для меня это как-то... Да, Зелимхан, у меня еще вопрос такой. Как вы думаете, почему на федеральных каналах дезинформируют наше общество, да, вот тот же Владимир Вольфович Жириновский? Я со всем уважением отношусь к нему, к его деятельности, но я считаю, этот человек уже перегибает палку. Я понимаю, что не он эту фотографию нашел. Эту фотографию принесли его помощники, да, видимо, где-то что-то там нашли, чтобы здесь уже настроить наш народ против Азербайджана, потому что Азербайджан стали выигрывать, да, в том конфликте, который произошел в Нагорном Карабахе. Зачем это нужно? Почему не рассказать бы про наш конфликт, про пригородный район, который может вновь превратиться в наш российский Нагорный Карабах в 2.0. И такая же история может произойти снова у нас, правда, в стране. Почему не могут урегулировать этот уже конфликт, закрыть эту тему и отдать совершенно законно и по закону земли в состав Ингушетии, потому что это земли ингушей? Почему никому этот вопрос не интересен или боятся говорить? Вот мне всегда это интересно, и я не могу на этот вопрос ответить. Мне трудно сказать, потому что сколько я специально, чтобы хотя бы немножко разобраться, выдающихся политологов прочитал, все-таки понял, что политика нема, это все-таки природное, видимо, вот, понимание политики должно быть. Мне кажется, все-таки это вот, Артем, для меня всегда вопросом остается, что царская Россия, что Советский Союз, ну, называем вещи своими именами, это все-таки в общем Россия объединяла Советский Союз. И что нынешняя Россия, политика плюс-минус, она одинаковая. Вот. То есть у них системы разные, но метод один. И мне кажется, на мой взгляд, просто роль Ингушетии, например, определена, роль Осетии там определена. И что касается пригородного района, я вам сейчас скажу вещи, которые, наверное, мало кто говорил, я просто хорошо помню. Ингуши и до этих событий лидеры просили же, если вы говорите, что вот мы русофобы ингуши, а вы русофилы, и что вот такие, что третье, четвертое, хорошо, мы вычленяем пригородный район, Владикавказ, там, пусть это будет русский там правит. То есть хотя бы 30-40 лет, и спокойно будем жить, как раз нам хорошо, и всем будет как бы все-таки баланс будет, но не в составе Осетии, и не в составе Ингушетии. Это были, просили. И после войны ингуши просили федеральное правление сделать. Зачем в Карабах ходить или куда-то ходить? Да. Или в Сирию ходить. У нас здесь под носом все надо делать. Не надо за ингушей быть и не надо за осетин быть. У меня еще такой вопрос, опять же. Надо за закон быть. Да. И не только у ингушей, осетин. Там должны быть права у всех. Согласен полностью. И еще, смотрите, получается следующим образом. Сейчас из Северной Осетии просто массово уезжают русские.
И реально, то есть это уже проблема большая. Понятно, почему русские уезжают. Из-за того, что сейчас на Северном Кавказе проблема с работой, маленькие зарплаты и так далее. Да и в принципе русские уезжают за границу, и ингуши уезжают из своего региона, потому что невозможно существовать на 10 тысяч рублей, когда у тебя 5 детей, да? Да, и вот ты сам уехал в Германию, да, я так понимаю? Во Вот. Франции. Во Францию. О, Франция это круто. Франция моя любимая страна. Несмотря на то, что сейчас происходит снова политика, сталкивание лбами, две религии, христианство и христиан и мусульман опять снова сталкивают. Макрон там страшные вещи говорит по поводу карикатур, да, и начинают тоже на Францию наезжать. Я из-за этого часто, наверное, месяц ругался и на 2 недели уходил из Инстаграма, ничего не публиковал, потому что мне было противно смотреть реально весь этот детский сад в виде фотографий Макрона. Мне кажется, нужно было не фотографии Макрона, у него след, да, на лице был, распространять, а объединить свои усилия, особенно силы всех мусульман, и удалить карикатуры из сети интернет. Это возможно. Я, Артем, вот пользуясь случаем, скажу, я насчет этого у себя на Фейсбуке тоже пост дал, хотел развернуто это сделать. Я мусульманин, правоверный, советских времен молюсь, пост держу. Но, честно сказать, мне было неприятно вот эти карикатуры на Макрона видеть. Макрон действительно неудачно и глупо, называя вещи своими именами, выразился, неправильно сказал. Здесь все-таки недостаточно, на мой взгляд, опыта политического. Жак Ширак, Миттеран бы так не сделали. Просто он быстро в президента превратился, и все-таки и эмоционально, и молодой, он выразился неправильно. Ну вот такой исламофобии, о которой здесь мои земляки в том числе писали, я об этом это говорю, я здесь не вижу. Вот я здесь не вижу. Поэтому в этом отношении я не хотел, я такой же правоверный мусульманин с советских, кстати, времен, не сейчас, а с советских времен, с религиозной семьей. Поэтому такие вещи я не то что не приветствовал, для меня это было все-таки неприятно такое видеть. Конечно же, как верующим человеку мне неприятно было видеть, слышать, что пророки говорят, но и тут здесь двух мнений быть не может, но эти вопросы здесь надо решать в юридической плоскости. Можно суд, есть администрация, и есть законные, вот я об этом тоже писал. Бриджит Бардо, например, 3 раза была осуждена. Вот в вопросе Буркини, например, даже судья, который принимал решение в пользу этой женщины, сказал: я вас понимаю, я вас поддерживаю, полицейского мэра, но вы осуждены, оштрафованы, потому что вы нарушили закон. То есть первенство закона. То есть надо по-другому решать эти вопросы. Я просто считаю, что, извиняюсь, что перебиваю, рисовать карикатуры на пророка, зная, что у мусульман неизвестно, как вы... Это то же самое, что нарисовать Бога. Как вы его нарисуете? Никто не знает, как он выглядит. Да? То же самое и неправильно было рисовать, зная это, Шарли Эбдо, журналу, карикатуру на пророка Мухаммеда, зная, что это зацепит всех мусульман в мире абсолютно. Но со стороны мусульман, я считаю, неправильным прям агрессию проявлять в сторону всех французов и Франции, сжечь их флаг, например. Но это уже, я считаю, перебор. Решать надо, рыба гниет с головы. Здесь вопрос нужно решать с Шарли Эбдо. И господин Макрон должен как-то, не знаю, прийти в этот журнал и объяснить. Кстати, раз вы, ваше поколение, да, в принципе, я сам родился в Советском Союзе в 1987 году, у нас тоже в Советском Союзе был подобный журнал, который назывался «Крокодил». И я вот, и они рисовали, конечно же, с религией ничего связанного не было, но с политикой, с людьми, мне кажется, местами даже похуже, чем тот же Шарли Эбдо. Вот. Но вы же знаете, Артем, что сатира – это очень мощное оружие в своем роде. И я помню это, потому что мы постоянно выписывали разные газеты советские. И карикатуры – это мощное оружие, как бы это зеркало. И в том числе здесь есть и недопонимание мусульман, в том числе и западных людей.
мне сейчас, которым знает западных людей, да, я их понял, потому что я не только их вижу, я их анализирую, правильно? И как мусульманину мне легче понять, что здесь происходит непонимание двух сторон просто. Дело, с одной стороны, французы не понимают, им, наверное, кажется, что нельзя мусульман критиковать. Нет, это можно. Вот, например, того же Эрдогана сделали карикатуру, если вы заметили, никто там не бунтовал. Почему? Потому что Эрдоган просто человек, его можно. А вот именно касаемо пророка, это уже как бы, это не просто оскорбление, а сверхоскорбление. Я согласен с этим. Поэтому вот здесь просто донести у самих французов. Вот я почему за французов именно защищал? Я не защищал, никогда не буду защищать Шарль Эбдо, но хотя обратно же, все вопросы Шарль Эбдо или другие надо в рамках закона только решать. Согласен. Есть суды только так. И вообще изначально не надо было реагировать, но коль это произошло только через юридические силы, вот как вопрос решили с Брижит Бардо и еще другие случаи. Но коль уже об этом речь у французов даже в повседневной жизни, это мавитон считается, чтобы вот кого-то оскорбить. То есть они над этим выше стоят. Для них это как бы, как у нас говорят просто в народе, западло такие вещи говорить. Там. Для них это дурной вкус. То есть они это не делают. И даже потом опросы, которую ведущая французская газета сделала, показала, что свыше 80% французов не одобряют, чтобы эти карикатуры были. И это они до мозга костей, для них свобода слова действительно это как вера. Вот как для мусульман вера, для светских людей свобода слова, свобода выражения, они за это, тот же я мусульманам пытаюсь объяснить, что они за это и санкции перетерпят, они воевать и гибнут. 5 революций французы сделали ради этого. И здесь надо будет просто договориться спокойно. Можно сделать, например, харкаться, извиняюсь, да? Но по закону, да, но это неприлично. И как бы вот решить эти вопросы без агрессии в таком плане, юридически это не закрепишь, потому что как здесь, где здесь грань будет? Но в любом случае нужно соблюдать так называемую субординацию и закон. Нельзя трогать чувство верующих. Да. Я об этом, кстати, у себя на странице написал. Я знаю, что был не понят многими. Я тоже, кстати, был не понят. Человек должен честно сказать, и то я не написал, потому что, Артем, если бы я сразу это написал, и, с одной стороны, здесь еще, Артем, 2 вещи есть. Я извиняюсь, что я скажу, коль мы немножко отошли от первоначальной темы, это все-таки очень важно. Здесь первый момент. Первый момент, это если я напишу вот правду, как бы получится, что я пытаюсь сохранить свое место, переживаю. Люди, которые меня лично знают, они знают, что я всегда говорю и говорю то, что я думаю. Да, я такой. Честно. Я меняю мнение. Второе, я никому не собираюсь нравиться, я очень люблю Францию, уважаю это государство, никогда не забуду, что они мне сделали. Но если дойдет до того, что мои религиозные чувства или национальные чувства, или личные чувства будут невыносимы, я отсюда уеду. Правильно. Потому что есть гордость, честь и достоинство. Я поблагодарю и уеду. И все, что они сделали, никогда не забуду. В любом случае, французы в моем доме всегда найдут почетные гости будут. Да. Я не идеализирую французы, и хорошие, и плохие есть. Но поэтому это их дом. Это я уважаю и признаю это. Но второй момент. Здесь мне было неприятно, вот те, люди, которые с России, с СНГ, с Украины, Белоруссии, которые себя как бы позиционируют либералами и демократами, они нас по существу мало кто из постсоветского союза такими являются, кроме как, например, Явлинский, Немцов, некоторые люди есть действительно там. Что они писали. Вот эти гадости, аулы, третье, и вот это читать. И здесь вот буллинг есть, вот как бы получать со всех сторон. Я думал, помолчу. И в итоге уважаю, я одного ингуша уважаю, Козоева, он мне задал вопрос напрямую,
И я тогда уже быстро... Зелимхан, извини, а Кадзоев, а имя? Борис. Борис? Угу. И я просто тогда быстро написал этот пост, как мог. Хотя я хотел, чтобы пыл остыл и спокойно рассказать, как здесь во Франции. Я с времен ЖЖ писал, как здесь, в том числе насчет религии. Угу. Я же показывал это. Поэтому какая здесь исламофобия? А то, что я здесь не вижу. Я здесь не вижу. И я не могу утверждать то, что здесь нету. Другое дело, они будут принимать меры, где-то ограничивать, но они как бы цивилизованным образом, по-своему, свои ценности защищают. Надо это, они как бы дают нам знак, нам, мусульманам, здесь как бы, да, хорошо, но есть как бы, извините, то есть это... Я так это воспринимаю. Но Макрон сделал ошибку. И даже французы здесь, выступая на телевидении, говорили, что вот они не сказали, что Макрон неправильно сделал, но они говорят, вот даже Наполеон, когда обращался к мусульманам, вот так сказал. Или, например, приводили пример Миттерана, Франсуа Миттерана или Жака Ширака, которые были более гибкие. Они понимают. И поэтому Макрон, поняв, что он все-таки ошибку сделал... он мог извиниться, почему он не извинился? Это же не так сложно. Он не будет извиняться. Это принцип. Потому что в его ситуации он не сможет. Вы же понимаете, Артем, тогда на нем политическая карьера будет поставлена крест. Его просто не поймут здесь, просто потому что он сейчас как бы лавирует на этом. Он пытался, он не прямо извинился, но он пытался как бы извиниться. Вот я недавно был, я об этом тоже писал, французы очень трудолюбивый народ, и я пришел в магазин, я вижу там, за полцены, там многие вещи, да, мне это выгодно, я купил, но я знаю, много, я часто работал, сейчас я в данный момент несколько месяцев не работаю, но скоро начну, я учусь. И в этот момент, я когда это увидел, мне немножко неприятно стало. Я знаю, какие они хорошие люди, и все-таки, я знаю, я считаю, что все-таки вот эти аграрники, в том числе и осетины, то есть любой, кто трудится, он не должен за кого-то страдать. Но это мое мнение субъективно, возможно, я не прав, потому что я тоже пролетарий, и каждый... надо решать, мне кажется, этот вопрос в другой плоскости. Как бы, не знаю, как-то надо решать этот вопрос, спокойно договориться с другом, чтобы есть как бы, вы можете это сделать, да, разговоров нет, но лучше это не делать во благо всех. Но это не значит, что отменялась свобода слова. Ради свободы слова они будут воевать. Хотя полной свободы слова и здесь нет. Понятно почему. Ну да. Но вот если честно еще так, чтобы с Макроном закончить тему, французы в большинстве его уважают, к нему хорошо относятся, или все-таки не очень его любят и, не знаю, в следующих выборах он, возможно, проиграет, да? Вот. Мне трудно как сказать. К нему относится народ в целом? Ну так вот. Правые так бы не очень как бы его считают до конца хорошей фигурой. За него тоже, за Макрона, больше всего даже мусульмане в том числе голосовали, когда его избирали. Вот и те избиратели, которые здесь есть, мусульмане, особенно магрибанцы за него голосовали сильно, как бы противовес Ле Пену. Хотя я изначально думал, что лучше там была другая фигура, более опытная, как бы. Я хотел, чтобы он был, но он не прошел. И, конечно, между Ле Пеном и Макроном, конечно, я тоже думал, лучше Макрон все-таки. И вот так он до этого, честно сказать, не сказать, что он как если как политику взять,
Ну, обычно президент, как Оланд, вот, все-таки средняя центрист он и балансирует между центризмом и левой стороной, как социализмом, вот, средняя что-то такое. Угу. На мой взгляд, возможно, я не очень хорошо разбираюсь в этом деле. Французы его поддерживают. Не сказать, что очень сильно, но нормально. Кто-то так, кто-то... Я с ним 5 раз виделся, кстати. Есть фотографии, видео даже. Да. И его женой, кстати. Кстати, очень выдержанный, спокойный человек. И жена Макрона очень, как сказать, в жизни очень обаятельна в общении. Но на фотографиях она не совсем обаятельная. Ну, во-первых, это личная жизнь. Да, для меня личная жизнь это святое, и никто не имеет права. Кстати, особенно касаемо жены, детей. Это вообще у в этом плане французов... мне нравилась, честно сказать, советская идеология, когда все-таки при том, что я не совок, но вот то, что как бы в Советском Союзе все-таки личную жизнь не трогали. Мне это даже больше нравится. по-моему, у французов тоже семья святое, и ты не имеешь права лезть в личную жизнь семейную. За это могут даже посадить, если и написать заявление, что ты там лезешь куда-то и так далее. Что-то я такое слышал просто от самих французов. У нас в России такого нет. У нас вон залазят в отношения, разбивают семьи, уводят мужиков, как говорится, из семей и так далее. А у французов немножко все по-другому. Даже не немножко, а идеология семьи в целом все по-другому. Вот. Они ценят семью, они ценят семейную жизнь и не подпускают в личное пространство практически никого извне. Ну, я считаю, это правильно. А те, кто влазит, должны быть наказаны. Да. Вот, Артем, вы очень правильно подчеркнули. Есть один момент, вот у нас дома говорят, у французов традиций нету, 3-е, 4-е. Это говорят люди, которые французов не знают. Угу. У французов, во-первых, прекрасно сохранились и традиции, и своя культура. Просто ее надо замечать. Это первое. У них хорошие семейные ценности. Да, у них разница, например, есть в плане свободы. Но это нормально, потому что разные регионы, разные культуры, разные традиции, разная мораль. Да? Но вот эта паника, которую часто в СМИ показывают, например, Скобеев, я последний из-за войны Азербайджана с Арменией, мне пришлось смотреть часто с российского телевидения, и я был поражен, когда Скобеева рассказывает, что вот, например, в Париже 11 район и 16 невозможно зайти. Это что до того там много в хиджабах ходят, кидаются. Ложь это? Конечно. Во-первых, 11 я здесь в пригороде живу в Париже. Во-первых, часто там работать приходилось, и я знаю эти места с закрытыми глазами. И, во-первых, это очень дорогие районы из Парижа, еще несколько там. Там даже арендовать очень цены от самолета. Во-вторых, так себя здесь не позволяют не только там вести, но даже в таких местах, где действительно гетто есть, где афро-магрибанское гетто, где преимущественно они живут, где криминал высокий, но чтобы вот так кидаться, это здесь не позволит. А французы сразу же армию ведут. Если кто-то думает, что во Франции там все позволительно, да, у них они могут закрывать глаза, когда там наркотики между собой, потому что невозможно, люди хотят этим жить. Вот здесь даже не сколько конфессионально это. Это не конфессионально. Это здесь, это вот, или не хочу я сказать ментальность, потому что и африканцы, и магрибанцы тоже разные, хорошие, плохие, как и мы тоже, кстати. Да, но вот все-таки у них есть своя, так сказать, культура, и все-таки она разнится с нами. Например, как и у Кавказа есть, и в России есть. Конечно. И все-таки и они все-таки не переходят. Вот есть места, где все-таки, когда
А вот люди с гетто переходят рамки, их, конечно, останавливают. И быстро, и жестко останавливают. Но я хочу сказать, к примеру, да, я раз 10 был, наверное, уже в Париже за свою жизнь, и один раз я решился пойти подстричься вот как раз-таки в один из таких районов, как называет Скобеева, которая постоянно дезинформирует вместе со своим мужем на канале «Россия-2». У самих причем недвижимость есть то ли в Италии, то ли где-то за границей. Но они хаят Европу, что это плохая Европа, гейропа, она разлагается, зато у нас Россия типа процветает. Так вот, я пришел туда, и ребята, которые были с темной кожей, да, удивились, что к ним зашел белый, русский, я потом сказал, там вдвойне удивились, что я не испугался. Стриг он меня острой бритвой, ну, которой лицо, да, у них там своя технология, то есть можно, другой бы не сел, так по шее провели такой острой бритвой, да, и все, конец тебе. Ну ничего, отлично подстриг за 10 евро, шикарно, причем умело и быстро, и как-то я пошел довольный, но на тот момент я не был еще блогером там, и так далее, очень жаль. В следующий раз, когда границы откроют, я обязательно навещу. И почему еще я заговорил именно про Францию, да, и расспрашивал? Все дело в том, что Франция излюбленное место войнахов. В той же Ницце проживает около 5000 чеченцев и ингушей. Да. Во Франции, именно в Париже проживает очень много чеченцев. Да и ингуши там есть, у меня только 3 знакомых оттуда. Поэтому хотелось бы, чтобы мои подписчики ну, немножечко думали своей головой и не поддавались всей той агрессии, всего того недопонимания, которое сейчас происходит. Ну, вот ко мне, например, также меня недопоняли, посчитали, что я вот там за Макрона и за Собчак. Нет, я ни за кого вообще. Я просто против радикального ислама. Вот, против убийств, против насилия, против того, чтобы, я не знаю, оскорбляли чувства верующих. Что в моей религии, что в другой религии. Да? В конце концов, Бог един, и мы все люди... Кстати, чувства неверующих тоже. Они... Да, ну, в любом случае. Бог един, и мы все люди. А чтобы быть человеком, для этого нужно научиться друг друга понимать, слушать и слышать. И тогда все будет хорошо. Вот. Я не доответил до конца. Я не могу сказать, там разная информация. В Владикавказе отмечали ингушские дома. Говорят, я сам не видел. И потом они их забирали в заложники. Все разговоры о том, что ингуши покинули, это ложь и чушь. Это достаточно Генпрокуратуры посмотреть, и осетины сами знают, сколько у них заложников было, сверить списками. Там, единицы могут быть спаслись. Некоторые семьи, вот как, например, семья моей супруги, и их забрали вначале грузины спасли, потом, когда уже грузин стали проверять, они к русским перевели. Русские пытались как-то спасти их, потом уже, когда видят, что к ним придут, а это уже было опасно, они обратились к своему зятю военному. И военный их забрал. Потом он пытался их вывести, он видит, что не получается, и под своим как бы персональным наблюдением ему пришлось их привести в мединститут. Вот, и после оттуда их привезли в Майрамадак, и оттуда они, ну, слава богу, добрались до Ингушетии. То есть все эти разговоры, что ингуши там покинули, там это, все это чушь. И это знает отлично осетин. Я не виню, кстати, осетин, который в это верит, потому что когда человеку пропаганду делают, когда ему ложь говорят, он начинает это верить, человек, который вот, не знает этих событий. Утверждать, вот, что именно ингушские дома отмечали в Владикавказе, я не буду, потому что я их не видел. Что касается на вопрос о том, почему отмечали у нас вот среди ингушей, которые жили вот в ингушских селах, так скажем, преимущественно, они, с их слов, это делали, чтобы спасти свои дома и недвижимость. Вот то, что я знаю. Ну, обратно же я скажу, Артем. Каждому, я знаю из опыта жизненного,
надо персонально относиться. Я не буду одним чертесом одних людей, в одних записывать или в других. Что касается вот этой замечательной, теперь я уже точно знаю, женщины, я обязательно сейчас хотел досказать эту историю. Вот Черняева, я хотел об этом написать. Почему? Я в этом посту сказал губким судья каждому. Я не знаю действительно, потому что люди по-разному. Но так получилось, что этот пост как-то оказался популярным, и моему отцу его показали. Папа его увидел, эту женщину в фотографии, не рассказал за нее историю. Когда дом между семьей Караевых, осетинов, там написано там с двух сторон, между домом Караевых и между домом Черняевых был дом Цауровых. Вот боксер, который это их не дом. Эти люди очень честные, порядочные, всю жизнь ездили, Артем. И вот когда, хотя это немножко, вот ингуши почему дома? Для ингушей это ментальность. Это дом, это как крепость. Это как ингуши не доедали, себе отказывали, но дом надо было сделать. Вот, да, это ментальность. И поэтому ингуши сезонами уезжали, в том числе и семья Дзаур. Эти люди не зарабатывали его в СССР. Они зарабатывали сезонами, ездили по всему Советскому Союзу, как и мой отец. Ездил в Ярославскую область, Иркутскую область ездил. И этот дом они построили. И так получилось, я, правда, поздно туда уже пришел, это после войны, 93-й, по-моему, год, если не ошибаюсь. Нам сообщили, что дом Цаурова горит. Мы туда уже прибежали, но уже к моему моменту он был потушен. И я помню, отец там был еще, мы пришли. Потом этот дом все равно взорвали. Его взорвали все равно, вот этот дом Цаурова. Но вот отец вспомнил эту женщину, он сказал, что она, когда отец уже туда пришел, отец второй пришел, оказывается. Отец у нас вечно бежал, кого спасать, вот таком человеке. Кстати, я не хотел этого, потому что это было крайне рискованно. Могли убить, могли расстрелять. Я сейчас целые списки людей, поэты Карцинские, людей, которые пропали и убиты, ингуши могу назвать. И когда отец бежал, я буду более откровенный. Я думал, там же не убивают людей. Пропади пропадом, этот дом там, куда ты идешь, могли его убить. Или я не хотел, потому что я же понимаю, жизнь один раз живем как-то. А он постоянно чуть что бежал туда. И вот он рассказал, оказывается, когда он пришел, эту женщину видел, которая кидалась, вот эта Черняева пыталась там потушить и плакал. И говорит, плакал вовсю. Вот такие люди, какие честные люди, как и жалко, вот так, короче. Я был потрясен этой историей. Почему? Потому что я знаю, что не только от огня она рисковала. Дом большой там был. Дело в том, что она рисковала жизнью. Там были случаи, когда были, я сейчас не помню, то ли она русская, то ли она грузинка, была убита за то, что, я не могу сказать, что это осетины сделали, но она указала место захоронения ингушей. И не знаю, кто это сделал, и то, что не видел, я не скажу, но она была убита. Ужас. Это было опасно. Там был убит грузин, наш сосед недалеко жил. То есть люди рисковали свою жизнь. Я знаю, что она рисковала свою жизнь. Мало того, что огни она одна пыталась потушить, вот это Черняева. И коль сейчас получилось, вот это, я обязательно, на мне моральная ответственность, уже рассказать за эту женщину, коль я уже ее вспомнил, что вот такая она потрясающая, хорошая женщина оказалась. Светлая память ей, искренне соболезнования ее дочери. Если я увижу, я, конечно, зайду, приеду, потому что меня, честно сказать, и, конечно, я знаю таких и моих соседей Овчаренко Золотых, и Крымовых, и осетина Лохова знаю, и еще врача осетина знаю, который оперировал ингушей, еще двух грузинов знаю, еще одну осетинку, еще других, которые хорошие, были разные, но не помним их, что делало хорошо. Нет, они не предавали свою нацию. Там были человеческие поступки, и мы их помним. И я это не для политкорректности говорю. Не хочу сказать, что мы там хорошо.
жили. Нет, мы там нехорошо жили. Все-таки я считал и считаю, что мы с осетинами должны по телеку поделиться и военную грузинскую дорогу, если так говорить, поделить, как было. То есть ингушские село там, от Реданта и выше, а дальше уже выше Осетин. Если мы хотим мирно поделиться, я на этой позиции стоял и стою. Мгм. Надеюсь, что однажды так и произойдет. Главное, чтобы все было по закону и больше не проливалась кровь. Сейчас решением, ну, каким-то вооруженным конфликтом такие вопросы уже не решишь. Сейчас нужно решать все-таки дипломатией, умом и грамотной молодежью, как говорится. По-моему, Дени Арсанов писал про это, чеченский шейх, да, и миротворец. Он сказал, что пригородный район вернется ингушам только тогда, когда грамотная и умная молодежь без оружия, да, начнет вести диалог. Вот. Я уважаю всех суфийских устазов, я сам не придерживаюсь суфийского ислама, уважаю их, люблю, чту. Особенно я мало верю в эту цитату, которая гуляет в сети насчет этого, потому что она логична, но это потом я объясню почему. Но чтобы как бы волей не задеть чувства муридов Накашбандик, моя мать из них, одна из них, я это не объясню, почему это придуманная фраза. Насчет войны, еще раз подчеркну, я никогда в жизни врать не буду, кроме как в таких ситуациях, где лучше это сделать. Ингуши не собирались воевать, и так не воюют. Это не только... Я знаю, так не, я же знаю, я был очевидец всего этого. Я не собираюсь осетинам доказывать кому-то. Я знаю, я это говорю, потому что хорошо знаю. И если бы ингуши как маленькие дети, в том числе и я, как маленькие дети мы верили. Каждый раз, когда, вот, например, в клубе, я редко бывал уже с 91-92 года, вот, потому что разъездов был, говорились, не поддавайтесь на провокации, ничего, вот в Москве решать, закон третий. Поэтому никому не пытаюсь доказать, в том числе и тем из среди ингушей, которые в эту басню поверили, я хочу сказать, ингуши не собирались воевать. И всю это вот эту историю, как это началось, я тоже знаю, потому что сам исследовал вот эту историю. Там другая тема, не хочу ее трогать. Но ингуши не собирались воевать. И все эти дни, может, мало вам, наверное, сказали, Артем, вот этот октябрь постоянно нас обстреливали села. И каждый раз, когда ингуши обращались, МВД, руководство Осетии, нам с БТРов стреляли, не БМП, но БТРов, там с автоматического оружия. Говорили даже в газетах, если посмотреть, неизвестные из бронетранспортера, как это? Сиарис, публика была в чрезвычайном положении, весь этот район был вот военными напичкан. Как это? Кто может туда заехать, приехать? И какие бронетранспортеры могли быть у ингушей просто в тот момент. И ингуши действительно не собирались, и для нас это. А вот то, что вот последний, уже перед началом на войне, у нас начали сейчас, почему-то не говорят, у нас же десятки людей было убито. Кто бензин вез, двоих убили, другого убили, третьего убили. Кто это делал? Может, американцы сделали? Наверное, скорее всего, раз никто не хочет. Или, может быть, с Израиля пришел Моссад как? Да. Или с Китая кто-нибудь прилетел. Зачем это нам? С которой, кстати, вот или китайцы это сделали. Да, или русские. Надо было с Новосибирска приехать, там убивать. Нет. Поэтому вот эта басня, в том числе, в которую некоторые из ингушей поверили. Я знаю. Очевидцы. Залимхан, самое главное, что есть Генеральная прокуратуры, да, постановление по событиям 1992 года, где все написано четко про то, что у ингушей не было оружия, танков. Где-то в Мужичах, по-моему,
осетины говорили, что есть аэропорт, ну, аэродром, откуда взлетают самолеты. И когда сам Шойгу туда поехал, это ведь все расписано в деталях. Ничего он не обнаружил. И в Назране Там стоит... дороги не было нормальной. Так ее и сейчас там, кроме центральной, да, сделали асфальтированную, там действительно хорошая дорога. Ну а если брать само Мужичи, то там до сих пор с дорогами как бы проблемы. И никакого там аэропорта, аэродрома или чего-то еще в помине не было и не будет, мне кажется. Вот. То есть придумывали все, что угодно. Но есть же это постановление Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Ну возьмите его, почитайте, оно в доступе, любой человек может его найти, и законом это не запрещено. Но они не хотят этого делать. Либо находят его, уже сейчас некоторые ведут такую провокацию, и выбирают оттуда только ту информацию, где якобы ингуши напали, ингуши то, ингуши сё. Но про себя они ничего говорить не хотят. Про то, например, что ингуши вообще не были вооружены. Разве ингуши захватили училище МВД и застрелили двоих курсантов? Нет, это сделали разъярившиеся осетины, которые стали кричать, что на них напали ингуши. Хотя ингуши захватили только пост в Чермени, который охраняла милиция, и все. Вообще, если честно сказать, вот пришлось исследовать этот вариант. Вообще странная там история. Завербованные люди, потом они давали показания, кстати, на видео. Она есть, кстати, у ингушского МВД, я не знаю, оно дошло ли до этого. Они дают показания, как эти подонки, которые отправили в Назрань машину и сообщили, нас постоянно эти дни стреляли в нашу сторону. Наши не отвечали. Сказать, что вообще не было у ингушей оружия, это будет неправда. Стрелковое легкое оружие было, и то, что потом уже вот на посту забрали. Но не было никакой ни военной тактики, ни войны вот в том плане. Тут зашли, потому что, насколько я знаю, информировал, я это исследовал, забежали и сообщили, что там вырезают, убивают. Там такого в тот момент не было. Там действительно обстреливали вовсю беспощадно. И людей убивали до войны как раз. Один от двоих там в Южном. И вот блоки поставили. И в этот момент шли переговоры, чтобы их убрали. Я, кстати, один из тех, немногих, кстати, Артем, который утверждал, что как бы там ни было, нас в ловушку заводят. Я даже трусом меня назвали в те дни. Я утверждал, что нас заводят в ловушку. Может быть, попросим осетинскую милицию привести. Вот вы говорите, что это не так. Я говорил, как, да, прилюдно это говорил. Приведем осетинскую милицию, поставят, и среди них есть же там ингуши служили же. Вот как бы среди них будут и некоторые ингуши. А если не хватает, дружинники ингуши. Просто чтобы провокации избежать. Вы же говорите, что не мы стреляем, а кто-то неизвестный. Ну вот возьмите полностью контроль над Прыгиным районом, так, где ингуши живут. Дружинники у нас будут, или с вами служащие, с вами ингуши будут из МВД. Но на самом деле я, конечно, тоже наивно судил, потому что там машина была запущена. Я сейчас понимаю, я, конечно, судил наивно, наверное, как ребенок, в конце концов, который верил, что можно как-то донести, как-то, может, кто-то не знает. А там была целая программа, в том числе втянуть Чечню, там, третье, четвертое. В итоге, короче говоря, как всегда, мы оказались крайними. И, как вы видите, случилось то, что случилось. И до сих пор это не решается. Мне самое обидное, я 13 лет там жил, потом сюда, в Европу, приехал. Я знаю, какая чувствительная разница, и поэтому некоторые думают, наверное, с Европы я пишу, потому что такой патриот. Да нет, патриоты другие среди ингушей, я близко не патриот. Дело в том, что я там жил и здесь живу, и знаю, что я с одного мира в другой попал. И я это остро воспринимаю. Да, с кавказским темпераментом, наверное, но я это остро воспринимаю, и мне очень обидно, что у моих людей, живущих в Прыгином районе, нет ничего, никаких граждан. Хорошо, в составе Осетии она находится, да, там никаких, ингушская сторона
100 с лишним, по-моему, я сейчас не помню, чтобы голословно не быть, подписано документов, распоряжений, указов от Ельцина. Ничего не сделано. Ничего не сделано. То, что там дома восстановили, это на частном уровне, там русские возглавляли. Сейчас свет включу. Там возглавляли в основном те, кто распределял эти деньги, русские. Я многих из них знал, лично знаком был. И они проявляли где-то человечность, где-то люди сами договаривались вместе с ними, общий язык находили. И вот обратно же, когда говорят, что ингуши там русофобы, да, у нас не с русскими, а вот с казаками история тяжелая, очень тяжелая история, это правда. Но русские нам выгодны больше, чем осетинам. Почему? Потому что наши вопросы все мы решали через русских или евреев, или через украинцев. То есть там, где они были, мы могли, да, они были на ментальном уровне, там все-таки осетины более комплементарнее, что говорить, чем мы там для русских или вот как бы православного мира, хотя нельзя назвать христианами осетинов в том смысле, но все равно более комплементарно. И я понимаю, ты чувствуешь, когда человек кого-то ближе считает, предпочитает. Но даже при этом нам было выгодно наличие русских, потому что через них мы решали. Плюс там, где жили русские или евреи, или вот многонациональный состав, как на нашей улице, цены были выше. Даже среди ингушей. Почему? Потому что вот наш отец специально в таком месте покупал, мол, будет развитие лучше. И что вот среди разных наций все-таки лучше, веселее. Отец, вот такая у него была трактовка. И я считаю, кстати, правильно. И вот этот баланс, вот после того, как русские стали уезжать, и не только русские, там и украинцы, евреи, там часть армянов, ну что-то, и вот он начал рушиться. Этот баланс, вот, когда вот, все-таки мононациональный, я, вот, кстати, из-за своей ингушетии переживаю, потому что она мононациональная, это не хорошо очень. Ну и вот он стал рушиться. Поэтому, когда говорят, что у вас была сложная история, та история, которую придумываешь, что там 30 тысяч убито, это чушь, потому что достаточно демографии посмотреть, я специалист по этому делу, там все цифры есть и до революции, и после революции, посмотреть, все до единого там есть. И сколько убитых, кстати, есть приблизительное число. И я знаю, как эти переговоры шли с участием Есенгира Кебагиева, даже после революции, кстати, и как там происходило. Вот. Что касается тяжелые были с казаками, именно с казаками истории. У нас даже специально, Артем, многие об этом не подчеркивают, у нас было разное название, например, русских. Русских называли Эрси, а казаков называли Гаски. И вот такой баланс, постоянные конфликты были, это правда. Но ничего уничижительного о казаках даже до сих пор в виде фольклора нет. У нас постоянно были конфликты со сванами, с хивсурами, малехцами, туилами, нашими северными грузинскими субъектами. Но ни одного фольклора о них уничижительным образом. У нас очень тяжелая, достаточно сложная история с кабардинцами. Но тоже ни одной истории нету уничижительной о них. Никакого фольклора. Видимо, как бы не было, что один на один дрались, как бы там не было. Видимо, все-таки люди понимали сегодня, это не значит, что жить наоборот, как раз надо на новую формацию, новые отношения. Но я хочу показать, что несмотря на это, несмотря на ту историю, несмотря на то, что мы знали, что действительно в любом вопросе их будут предпочитать, нам выгодно было наличие русских, вот как говорят, что это. И это для нас, не потому что там русофилы, нам это выгодно было. Нам. Сейчас любой человек, который западный, вот я его называю Западной Ингушетией, буду называть, вот они знают, как это было. И как можно вот то, что тебе выгодно, не делать. И вот поэтому все эти много стереотипов, в том числе и у ингушей есть стереотипы. А так,
Конечно, были человеческие поступки со стороны осетин и других, и наши поступали, это везде. Но как бы ему ни было, есть вопрос. Как бы мы ни говорили, вот, Артем, приведем кого-то в пример. Вот есть, например, Майкл, скажем, и его сосед Джордж и Вильямс. Майкла арестовали. Мы не говорим, правильно, нет. Но завтра он приходит, в его квартире и Джордж, и Вильямс. Джордж уходит, например, в пример грузинам, я говорю, а там Вильямс остается. Как это получается? Потом Майкл пытается судиться с ними, пытается и именно с законным путем, с советских времен. Сейчас говорят только 73 года. Неправда. И до 73 года постоянно шли письма в Москву, ЦК. И судились. И в 92 году. Я знаю, что ингуши пытались именно законным путем. Я же знаю эти вещи. Забрать, чтобы вопрос решить. Почему хотели именно? Потому что война тяжелая вещь. Да, там горлопаны были или проигрывали молодые, но мы сейчас не будем их слова приводить, например, или какие-то из ингушских лидеров глупости откровенные говорить. Такое было, чего говорить. Но они все равно не решали. Главное, вот этот импульс народный, да, движение было именно законным образом забрать. Почему? Потому что если люди погибнут, это будет вечная вражда. И я знаю, что ингуши не собирают. И я, кстати, была, оказывается, часть осетин небольшая, которая пыталась так договориться. Правда, они говорили, Владикавказ не говорите, но пригородно, но их мало, потом они были отстранены. И вот, я что хочу сказать, ингуши не собирались это сделать, но получилось так, как получилось. Я много сказал, ну, наверное, надо было сказать мне. Конечно, чтобы все поняли и знали, как все было на самом деле, и как есть на сегодняшний день. Это тоже немаловажно. Но в любом случае, истина, она только одна, и однажды будет и в Ингушетии праздник просто. Я в это верю, надеюсь на это. Спасибо, я тоже надеюсь. Вот, что не всегда же, я не знаю, жить, вот даже сейчас, да, можно сказать, нет ни войны, ничего, все существуют мирно, теперь проблема в другом, да, в экономическом развитии. В Ингушетии уже чуть ли не объявляют банкротом, люди не знают уже, что делать. Ну, реально это проблема. А все дело в том, что главы Республики Ингушетия, что предыдущий и сегодняшний глава Калиматов, наверное, очень мало уделяет вниманию простой жизни людей. Наверное, не слышат или не хотят услышать людей, что такие большие долги. Ну, долги остались после Евкурова, мне кажется. То есть люди его там в Ингушетии не любят вообще. Мне кажется, ни одного нет человека, который бы уважал в Ингушетии Евкурова. Есть такие люди. Есть? Есть такие люди, и я к ним, конечно, не отношусь. Вот, Артем, я хотел бы привести пример. Вот, например, я дома это привожу. Часто, когда я Руслана Султановича Аушева, первого президента Ингушетии, критикую, меня не понимают. Не начинают говорить, он хорош, он это сказал, его там все знают. Дело не в этом. Например, вот привести человека. Вот, например, возьмем Пашиняна и возьмем Алиева. Я верю, что Пашинян очень честный человек. Я на 100% уверен, что он готов умереть, он любит Армению. Вот я верю. Я думаю, что он не воровал, он был честный, например. Но он не политик. Он не политик. А Алиев, он диктатор там. Но Алиев очень мудрый и хитрый политик. А в политике надо быть, это не просто, политикам не просто быть, там надо быть и лицемером, там не надо быть красивым, там не надо быть открытым или честным. Он должен быть циничным, лицемерным, каким должен быть политик. И Алиев на всех фронтах, и в словах, и в поступках, он переиграл Пашиняна. Хотя я уверен, что в Пашиняне не меньше патриотизма. Это как человека, вот в другой комнате сидит человек, там,
он может пьет, курит, а наркотики принимает или что-то еще, он может даже очень плохим человеком, но он великолепный врач. А здесь забежала мать, там, отец, сестры, они плачут, ребенок где-то лежит, и его надо срочно оперировать. И вот они с искренними, они больше всего это любят, они могут этого ребенка, они там, какую они могут операцию сделать? А вот если этого человека завести, он сделает. То есть Аушев, Зязиков, Евкуров, они не политики, они двое военных, третий тоже связан с этим сотрудник КГБ просто. Ну, это люди системы. То же самое Калимат, он хороший юрист. Ингушетии политикой должны были заниматься те, кто разбирается в политике. Может быть, они, конечно, не на уровне Толерана, да, французского, да, но какие есть, надо было именно задействовать специалистов. То есть тех людей, это мое мнение просто. Надо было тех людей, которые разбираются в политике. Как раз после Советского Союза, распада Советского Союза, там была партноменклатура, да, они совковые люди были, но это были люди образованные, умные, знающие, которые гибкие, которые где надо могли поступить, где надо объяснить. Все-таки они были хорошие специалисты, все-таки я вижу советские специалисты, они все-таки они более грамотные, мне кажется, выдержанные и более хитрые были все-таки, как бы, они еще, можно, если можно так сказать, из развитого социализма, так, да. И вот поэтому, когда я критикую там, они ему думают, что я как бы на личное перехожу, а уж он мне родственник, а уж я его не за личное, он может быть прекрасен, он много, кстати, и хорошего сделал, его действительно любят многие заслуженно, но мы сейчас не о личном говорим, мы говорим о том, что он не умел делать и не мог сделать, как и я не смогу. Сейчас меня посади, я своей наивностью столько сделаю, вот хочу для Ингушетии сделать, но столько я беды ей принесу. Потому что политик, он должен чувствовать, что от него требует сильный мира сего, чувствовать конъюнктуру, как договариваться, где-то уступали, где-то перегибали, где-то тот же Алиев, даже самые тяжелые годы, вот Гейдар Алиев, отец возьмем, они не уступили ничего из Азербайджана. Самые тяжелые годы. Они сумели лавировать, набраться силы, и вот какой. И даже сейчас, как только Москва сказала, они раз успокоились. Кто-то говорит, вот до конца. Нет, зачем? Они прекрасно знают, что надо сдружить и с Москвой, и с Турцией. Вот о чем речь. Маленькие народы, они должны уметь, как бы, даже сильные народы стараются. Вот Макрон сказал одно неосторожное слово, и все. Вот что такое чувство, вот очень важно, когда политик подбирает слова. Подбирает слова, и вот, как бы это сказать, вот политкорректно. Вот он, где надо, он дойдет до границы, но дальше он не перейдет. Это очень важные вещи. Потом пришлось он на Аль-Джазире, он пытался не открыто извиниться, но он пытался объяснить то, что он хотел сказать, что он, вот эти карикатуры ему не нужны, но он защищал типа свободу слова, вот так, и приходится вот поэтому. Жак Ширак бы на это не попался, Миттеран тоже не попался, де Голль бы тоже не попался. Вот, поэтому это очень важно, вот, чтобы все-таки пройти этапы политической карьеры, чтобы как бы закаленный человек был, как и врач, например, просто врач был. Главный врач, вот как бы свои этапы все-таки человек должен пройти. Я, например, лучше в спорте разбираюсь, я могу о спорте говорить с удовольствием, там как-то разбираться, но я не могу разбираться, например, хотя люблю картину, ну, художественно, например, или вот что-то, вот этом отношении. Поэтому такому, не только потому, что они не знали политику, они еще привели к такому результату вследствие того, что там еще наша, вот как бы, у нас и опыта государственного Ингушетии нет. Первая государственность известная, она была у нас с 24 года по 34 год. 10 лет это небольшой срок. Потом мы были в составе Чечено-Ингушетии, и другая часть в составе Осетии была 13 лет ссылки.
она все-таки наложилась, вот, как бы не прошли естественные этапы, как бы вот много чего у нас как бы плюс вот, на мой взгляд, родоплеменные отношения, вот, которые надо стирать. Я противник трейбализма до мозга костей. Когда-то это было актуально, сейчас она очень мешает, там, как гири, как кандалы на нашем народе висят. И в том числе я об этом, кстати, открыто всегда говорю. И на новый этап развития надо уходить. И вот в совокупности всего этого, плюс система, наверное, раньше в Москве все-таки уже более позднее советское время был как бы хорошие контролирующие функции выполняли. Они могли проверить, и боялись, власть была, все-таки закон был при Брежневе там. А сейчас вот ни того, ни третьего нету, и в итоге, к сожалению, мы видим то, что мы видим. Конечно, есть много и позитивного, многие достижения есть, но это скорее импульс народа, то, что сам народ сделал. А вот власть, чиновники, они не чувствуют потребности этого народа. И ведут, кстати, на мой взгляд, ненужное направление. Это, возможно, я ошибаюсь, но это мой взгляд. Я еще хочу сказать от себя про Руслана Султановича Аушева. Да, я как турист буду с этой точки зрения, когда я побывал в Ингушетии. Первое, что в глаза бросилось, это желтые трубы газовые, что Республика Ингушетия полностью газифицирована, в отличие, например, от моего родного Алтайского края, где проживает моя мама. Потому что Алтай, процентов 60, наверное, и то, дай бог. Многие в селах отапливаются дровами до сих пор и углем. А в Ингушетии везде, даже если дом одиночно где-то стоит в горах, к нему все равно подведена газовая труба. Мне сказали, что это заслуга Руслана Султановича Аушева. Все дороги, которые я увидел в горах, в трудно даже доступных местах, к селам, к поселкам и так далее, тоже сделал Руслан Султанович Аушев. И, как говорят местные жители, что после этого, в принципе, ничего нового и не было сделано. До сих пор не могут построить мечеть в Магасе, до сих пор не могут построить мечеть в Малгобеке, в городе воинской славы, да? Не могут построить мечеть в Плиево, в селении. Люди сами собирают деньги, а у некоторых хватает наглости. Вот, да, например, я дал 100 рублей, а эти 100 рублей кто-то забирает на карман себе, а не на строительство этой мечети. Вот. Доходит и до такого, что коррупция там процветает. И вы, наверное, да, правильно подчеркнули, что Ингушетии все-таки не хватает жесткой руки, такой, как, например, у Рамзана Ахматовича Кадырова. Да? Хотя тоже его часто многие критикуют. Но в отличие, например, от Ингушетии, когда я приезжаю в Чеченскую республику, у него там порядок. И реально Чеченская республика развивается и я не знаю, каждый раз, когда я туда приезжаю, там что-то да новое строится, появляется. Грозный вообще шикарный город. По мне так это, я не знаю. Город Феникс, да, в 90-х он был стер с лица земли, а сейчас за столь короткое время он реально сияет на Северном Кавказе. И это все-таки заслуга Кадырова. Я не могу его критиковать в плане экономики и так далее. Я там не проживаю, я не чеченец, да, и не имею на это права. Но как турист я вижу развитие, например, у Чечни, но не вижу развития у Ингушетии. И мне за это грустно. Ингушетия самый маленький регион в нашей стране. И почему-то на нее внимания не обращают. И я считаю, что нужно жестко, реально жестко держать все финансирование в руках человека, который будет отвечать за эти деньги. А то получается, что Россия выделяет деньги, а они куда-то растворяются. И все не знают, и все не виноваты, и все не причастны. И я не знаю. Таким образом, реально республика может оказаться банкротом, и ее просто присоединят к той же Чеченской республике, как это было в 1924 году. И иногда мне вообще кажется, что к этому все и идет. Хотя меня критикуют, они говорят, ты не политик, ты не геополитик, ты не историк, ты блогер, ты многое не понимаешь. Но историю 1924 года я очень хорошо знаю, я изучил. И все, что сейчас происходит, это все повторяется один в один. Та же дележка земель, да, который в 2018 году, вот этот маленький кусочек земли отошел Чеченской республике.
Все было то же самое. А ингуши за своей землей пойдут хоть на край света. Вот. Для них земля, ну, не мне тебе объяснять, а как мать родная. Я вот не знаю, как это все наладить, почему главой Ингушетии ставят человека, ну, мне кажется, не хочу обижать никого, там, не дай бог, но слабого в политике, абсолютно слабого. Нужно быть, на Кавказе нужно быть смелым раз, естественно, принимать решения и делать это очень быстро два, и все-таки жестким. Это Кавказ. Нельзя быть лайтовым, нельзя, знаете, что-то упускать, прощать и так далее. С этим сразу нужно разбираться. Я дружу со многими депутатами, ну, имена не буду называть, а то сейчас начнутся сплетни и так далее, с которыми я решаю некоторые вопросы в Ингушетии, касаемые парков и так далее. Я там увидел, что у башни Согласия в Магасе, в столице, поставили старые аттракционы. Мы этот вопрос быстро решили. Старые убрали, новые оставили. То есть как бы так. Вот. Ну и с водой также решили вопрос. И в больницах мои друзья попали с коронавирусом в тяжелом состоянии, 50% поражения легких, и мне стали присылать кадры этой больницы, какой там ужас вообще происходил, и отопление не включали, люди замерзали там. Но после обращения в нужные органы и к нужному человеку сразу включили и отопление, и порядок навели, весь мусор из-под окон убрали. Вообще это очень странно, да. У мусульман чистота – это половина веры, насколько мне известно. Тут под окнами больницы валяются все, как говорится, отходы от людей, которые больны этим коронавирусом. А коронавирус, он же живет на пластмассе, он живет на всем. И все это в природу. Нельзя же было сразу, мне кажется, не догадались они, кто у нас там главврач этой больницы, называть ее не буду, сейчас все уже исправили. Сразу надо было поставить железные контейнера, да, для того, чтобы этот мусор выбрасывался туда, а не просто на землю, на аллею. Так это было, прям под окна. У меня это все есть. Вот, Да. вот насчет границы с Чечней скажу, я насчет этого, как у меня было видео, я как-нибудь скину, я четко там выразился насчет этого. Я считал и считаю, что его надо было по-другому решать, но это там я об этом говорю, но сделали так, как сделали вообще. Поэтому это одна тема. Что касается присоединения к Чечне, я думаю, этого не произойдет, потому что все-таки это сейчас не нужно ни чеченцам, ни ингушам. И мы уже все-таки прошли этот опыт, и чеченцам это не надо. Да, может быть, какие-то есть идеологи, которые живут такой идеей, но это уже пройденный этап. А что касается банкротства, я не думаю, что... Да, там действительно о внешнем управлении говорилось еще при Зязиковой, кстати, даже при Руслане Аушеве, это немножко были разговоры в начале правления Руслана Путина как раз. И что касается газификации, Руслан Султанович действительно много сделал в этом отношении, что есть, то есть, и много напортачил. Не до конца это было сделано, люди от себя много добавляют. При Зязикове тоже немножко сделал, но тоже немного, но все-таки при Аушеве много было в этом сделано. Сравнивать все-таки с Алтайской областью, где масштабы очень большие, тяжело там все-таки, во-первых, расстояния большие, так, во-вторых, там все-таки население не так плотное, как здесь. Здесь как-то республика очень маленькая же. Но все равно это я отмечаю то, что Руслан Султанович сделал. Вот в той части, где он сделал, то, конечно же, молодец. Но насчет дороги это неправда. Люди из предпочтения об этом говорят. Я сам не житель нынешней Ингушетии, как бы, и я там не жил, я не знаю вот эти нюансы, но то, что я визуально видел, при Руслане стали эту старую дорогу, которая там грейдерская такая была, ее стали делать действительно, но ее до хорошего уровня сделал при Евкурове, хотя я его ярый противник, но что есть, я всегда отмечу, эту дорогу он хорошо сделал, надо отдать ему должное, хотя я ярый его противник. Вот. И вот если охарактеризовать из них троих в политическом уровне, в политическом, вот более политграмотные, из них был Зязиков,
естественно. Но как хозяин, конечно, я, это мое мнение субъективное, Евкуров были лучше. Но и при Евкурове, при Зязике очень много денег ушло не туда. Что касается насчет того, что в Чечне творится, ну вот это построено, это правда, там действительно мощные. Но даже когда был разрушен, у меня еще второе образование экономическое, даже когда Чечня была в войнах, все-таки экономический потенциал Чечни был даже выше Ингушетии. Не только в силу демографических причин, но еще территориальных, населений, ну, и других составляющих. На плюс к ней стали потом уже относиться по-другому. Ну, дай Бог им хорошего, я желаю всего хорошего, но у меня метод другой. Мне ближе метод Саакашвили. То есть я желаю для Ингушетии не жесткой руки, а именно хозяйственника. То есть самое главное во всей этой истории, чтобы у Ингушетии было все-таки светлое, счастливое будущее, потому что там рождается очень-очень много детей, и хотелось бы, чтобы эти дети никогда не видели войны, и чтобы все было хорошо. И везде, не только у нас, везде соседи, и потому что не бывает горе, где-то когда горит, она обязательно этот огонь перекидывается, к сожалению. Поэтому чтобы везде там было видно и хорошо. Да. Я согласен. И я хотел, чисто пользуясь случаем, поблагодарить. Я и тогда еще в личку написал, поблагодарил вас. Обычно с ингушами, ну, в силу ряда причин, немногие там дружат. У нас были поэт Ляпин, там был Александр Белозерцев, покойный уже, или покойные они оба. То есть немногие люди были, которые как бы у ингушей друзья, например, или дагестанцы, какие Ибрагим, Бейли, там сейчас другие есть. Но я имею в виду, или как Елена, вот некоторые люди, или Тимур Агира, вот как бы есть люди, которые как бы представители разных наций, как бы к ингушам особенно относятся, это, конечно, приятно. Конечно, ингуши, как и все обычно, такой же народ, и хорошие есть, и плохие есть, ну, приятно. Спасибо. Когда к тебе хорошо особенно относятся. Из-за этого поблагодарить вас тоже хотел. Да, спасибо большое. За большое такое получилось у нас интервью, за подробности, детали. Я надеюсь, что мои подписчики, зрители, в том числе хейтеры, наконец-таки все поймут, потому что настолько разжеванно ты все рассказал, Зелимхан. Спасибо, Бархал по-ингушски. Да, мерси по-французски. Надеюсь, что реально во всем мире будет мир по-другому, потому что, ну, просто считаем, нельзя. Надо поддерживать друг друга, надо уважать друг друга, надо ценить друг друга и слышать и слушать, конечно же. Вот. Да. Спасибо вам еще раз. Да. Все. Вот. И всего хорошего. Вы знаете, я благодарен Богу и судьбе говорю спасибо за то, что они мне приводят людей, которые помогают мне разобраться с этой историей. И слава Богу, это получается, потому что я на истинном пути к правде. Пишите и вы в комментариях, чем вы согласны с Зелимханом, а с чем нет. Я, конечно же, почитаю все ваши комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте про лайк. Каждому из вас я, конечно же, рад и говорю вам огромное-огромное спасибо. Барков по-ингушски. Я знаю, что у меня большая аудитория ингушей, потому что без вас не было бы моего блога. Ну а с вами я не прощаюсь, я говорю до встречи и берегите себя, своих близких и свое здоровье.